Видеоланд Дона Уджьортес. Шоу на меня Янина Петровна, нуджалами ухтакарен, вела до комиков, где обучуженков. И там Янка Чернитышна и КТ в изучении языка и использовании Skype в межмуниципальных телекоммуникационных проектах. Изучая язык, дети должны видеть в этом смысл. Раньше я часто слышала от своих учеников вопрос: зачем мне он нужен, мне он не пригодится, зачем учить язык. И убедить их в обратном было очень сложно. Поэтому важно показать детям, что язык можно использовать как средство коммуникации. Тогда интерес к его изучению сразу возрастает. Использование информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для использования языка как средства общения. Я стараюсь сделать так, чтобы каждый класс в школе, где я преподаю язык как неродной, хотя бы один раз за период обучения принял участие в межмуниципальном телекоммуникационном проекте. Идея создания проекта «Вильёрд. Новый друг» возникла случайно. После уроков дети очень часто у меня в кабинете пьют чай, делятся впечатлениями, что у них было на уроке, помогают выполнить друг другу домашние задания. И при одной из таких встреч позвонила мне племянница из Межадрской школы. Для нее язык родной, мы с ней всегда говорим на языке. Попросила установить интерфейс Word, поменять, интерфейс Word. Ну и тут подключились дети и сами не заметили, как стали тоже говорить с ней на языке. Прощаясь, они ей сказали «Аскеч Вильёрд». Видя положительный результат такой беседы, наблюдая резкое повышение интереса обучающихся, мы предложили племяннице и ее друзьям дальнейшее сотрудничество с использованием Skype. Дети поддержали эту идею. Таким образом, я и мои ученики совместно с нашими друзьями села Кедвовом из 32-й школы и Межадрской школы приступили к реализации проекта, в котором мы также используем электронную почту для личного общения. На уроках мне не приходилось видеть у своих учеников такого воодушевления и желания говорить на языке, как во время именно этих встреч. Первая встреча состоялась в 2017 году с учащимися Межадрской школы 6 класса. При этой встрече волновалась больше всех я. И когда один из учеников спросил «Мыло, зев, мало челядь», тут уже напряжение спало, все уже посмеялись. Но имеется в виду, в сельских школах же, в классах очень мало детей. Детей это очень удивило, кстати, когда у нас в классах по 30 человек. Тогда возникла идея, чтобы ученики во время встречи рассказывали о себе, но не называли имя, а партнеры по переписке угадывали, кто чей друг. С тех пор каждый год с классом, начинающим участие в проекте, мы организуем как минимум одну встречу по скайпу. Первая встреча проходит именно в виде рассказов загадок. О этой встрече я расскажу более подробно. Сделать это несложно. До встречи учащиеся пишут друг другу письма, как правило, 2 письма, в которых рассказывают подробно о себе, о семье, о увлечениях, друзьях, следуя плану проекта. Но при этом они не отправляют друг другу свои фотографии и не называют фамилии, чтобы не иметь возможности общаться в социальных сетях. Эти письма отправляем на электронную почту. Таким образом, во время встречи по скайпу они видят и слышат друг друга впервые. Перед встречей мы планируем ее ход с учителями из партнерской школы, привлекая учащихся. Все участники проекта пишут о себе рассказы-загадки, используя ту же информацию, что и в личных письмах. Я прочитываю все рассказы, исправляю ошибки, слушаю, как дети читают то, что написали. Многие рассказы учат наизусть, хотя я это не прошу. Рассказы обычно небольшие по объему, для того, чтобы все имели возможность высказаться за ограниченное время встречи. Я даю всем участникам проекта возможность до встречи прочитать полученные письма, чтобы угадывал не один ученик, а вся группа. Дети говорят номера, под которым выступает, а также таблички со списком партнеров, чтобы угадывать, кто чей друг. Учащиеся по очереди подходят к камере и рассказывают о себе. В конце встречи участники снова подходят к камере, противоположная сторона называет, кто это из письма, и партнеры по переписке могут попереписываться друг с другом, либо что-то спросить. В 2018 году провели виртуальную прогулку по Ухте с камерой. Дети рассказали о городе, о достопримечательностях, о любимых уголках города. Также познакомились с селом Межадар.
Здесь уже подключилась и группа из села Кедвовом. В дальнейшем планирую онлайн-встречу с учителями села Петрун Терентием Андреем Федоровичем, который хотел познакомить с жизнью оленеводов, с устройством ЧУМа. С некоторыми классами удается провести 2 встречи в течение года. Тему второй встречи определяет в зависимости от интересов учащихся. Особенно успешны были встречи по следующим темам. По очелом, как топить печку. Дети задавали такие вопросы. Мила юшка се юшка, дырелом, щекоды, коды подкадле песса, коды пыртле, мы обычно те се ставсы отнад, щекоды, дыры коло се ставсы ломтны сечводжи. Ошмас, вакужа, скудживаса лепталан, умна васа коло вайны сечводжи. Ну а мы готовили, например, такую тему, как досуг с 9 классом. По этой теме дети отвечали на вопросы учащихся, для которых коми-язык родной. Подготовка была сделана огромная. Каждый из ребят сделал презентацию о своем хобби: спорт, приготовление пирогов, вышивка, уход за домашними животными в приюте. Написала рассказ. После выступления отвечала на вопросы своих коми-друзей. Было удивительно наблюдать, как старательно выбирают дети коми-слова и как они помогают жестами, мимикой отвечать русским детям. После встречи я стараюсь дать возможность высказать свое впечатление как в устной форме, так и в письменной. В следующем встрече письме ее участники пишут также своим партнерам о впечатлениях. Можно использовать для обмена мнениями о встречах сервис Padlet.com, презентацию PowerPoint, так и платформу Google. Тут тоже разные вопросы возникают. Почему, например, разновозрастные в классах, сидят, то есть малокомплектные. Вот у нас как-то была встреча с Межавирской школой, в классе сидели 1 и 4 класс. Почему некоторые сидят без школьной формы и так далее. Такие интересные. Я постаралась кратко рассказать о том, как встречи по скайпу с партнерами по переписке способствуют изучению коми-языка. Во время таких встреч мы также пели, играли на гитарах, демонстрировали сувениры, которые дети сделали своими руками, устраивали викторины после экскурсии, учили друг друга слушать и, конечно же, говорить. Встречи по скайпу – это прекрасная возможность общения со сверстниками, изучающими коми-язык как неродной и родной. Это отличительный способ мотивации к изучению языка и культуры коми. Это деятельность, без которой я уже не могу представить свою работу, так же, как и мои ученики, я жду этих встреч с нетерпением. Я думаю, что на вопрос, зачем ты учишь коми-язык, многие мои ученики сегодня могу ответить, чтобы общаться с ребятами. В дальнейшем мы планируем не только общаться дистанционно, но и съездить к ним в гости. Уже договорились с селом Усть-Ухта, Кедвовом, конечно же, мы уже даже ездили 1 раз туда, чтобы дети почувствовали запах дыма из печки, попили воды из колодца, да и вообще погуляли со своими друзьями Йортьяском. Как-то так. Зевыджидаття, Ставбурса, Янина Петровна Ухтакарыч.